Важно еще, конечно, поговорить и об отношении Трампа с теми глобальными сетями и структурами, которым уже несколько десятилетий. И мы как раз подготовили сюжет на эту тему. Что будет Трамп делать со своими союзниками? Издание «Атлантик» в июле выпустило статью с названием «Трамп пригласил Путина к вторжению в Европу». В тексте статьи говорится, Дональд Трамп исполнил самое сокровенное желание Владимира Путина, поставив под сомнение необходимость выполнять обязательства перед союзниками по НАТО. А в интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп зашел гораздо дальше. Он заявил, что в случае нападения России на одну из стран НАТО, он сначала посмотрит, выполнила ли эта страна свои обязательства по отношению к США. Если да, то он поможет ей защититься. Мы платим слишком много, и все надувают нас. 28 стран надувают нас. Это пережиток прошлого. Мы все еще смотрим на Советский Союз, которого больше нет. НАТО создано 60 лет назад и с тех пор не менялось. В своем интервью «Нью-Йорк Таймс» американский миллиардер заявил, что, по сути, Америка не является исключительной, поэтому ее руководство не вправе критиковать другие государства. Когда мир видит недостатки Соединенных Штатов, а мы вещаем о гражданских свободах, думаю, из нас не очень хорошие проповедники. Кроме того, Трамп показал полное отсутствие интереса к будущему Украины. Многие эксперты уже задаются вопросом, каким образом будет вести себя президент Украины Петр Порошенко, который находится на американском содержании и который называл Трампа клоуном во время предвыборной гонки. Что будет сейчас с НАТО? Очень ведь это интересный действительно момент, потому что на протяжении всей предвыборной гонки, в ходе, по-моему, всех 3 дебатов прямых с Клинтон, Дональд Трамп, как настоящий бизнесмен, говорил, пусть они платят. Почему они нам не платят? А немцам не хватало и французам, и всем остальным еще платить Америке за оккупацию. Да. Что будет? Будет, видимо, то, о чем давно уже говорила Россия американцам. Прекратить использовать НАТО как инструмент глобальной политики. Ведь это не только в Европе. НАТО, между прочим, и с нашей подачи активно действует в Афганистане, допустим. Справедливо. НАТО участвовало в агрессии против Ирака. И сегодня вот эта коалиция, которую сколотили американцы в Ираке и в Сирии, она тоже ведь по существу коалиция натовских стран. Мне кажется, НАТО ожидает тяжелые времена и начнет это все действие происходить с Турцией. Ведь одна из ведущих стран НАТО на границе с Россией, на которую американцы делали ставку, чтобы из этого предбрюшья нанести удар и по Москве, и по Кавказу, и использовать исламский фактор для разрушения нашей страны. Сегодня, после попытки вооруженного переворота против Эрдогана, мы видим, что Турция уже объективно, не потому что они любят нас, любят Путина, любят Россию и заинтересованы материально в нас, а потому что над Эрдоганом нависл дамоклов меч уничтожения его как человека. И в этих условиях, я думаю, что пребывание его дальнейшее в рамках НАТО, прежде всего, Турции будет поставлено. Он уже заявил о том, что его Европа не интересует, что над ним издеваются уже десятилетиями, и что это все уже пришел к этой политике конец. На ваш взгляд, кто еще стоит в очереди на выход из Североатлантического альянса? В первую очередь оккупированная Европа. Ведь НАТО является атовизмом холодной войны и противостояние 2 идеологических блоков, которых нет сейчас. Не существует советского блока, навязывающего всему миру марксистскую идеологию, а НАТО, как сдерживающий фактор этой идеологической советской экспансии, существует. Плюс это непосильная ноша для американской экономики. Плюс это элемент оккупации для Европы. Это сдерживающий фактор, не дающий Европе и России сблизиться и начать равноправное стратегическое взаимодействие. В первую очередь в области экономики. Ведь у Европы нет катастрофических ресурсов, а Россия не обладает технологическим и промышленным потенциалом, способным реализовать все эти собственные возможности сырьевые. То есть вот между Европой и Россией стоит НАТО. Атовизм холодной войны
дорогостоящий, никому не нужный, такой вот балласт, тянущий ко дну и Европу, и Америку. Мне кажется, что давно пора от него избавиться, от этого рудимента, и начать открыто на взаимовыгодных основах взаимодействовать и Европе с Россией, и Америке с Россией. Тогда, может быть, жизнь полегче станет и для европейцев, и для американцев. И для нас. И для нас. Крайне важно, конечно, вот мы говорим о том, что это консервативная революция, затронуть и, если угодно, этносоциологический аспект. Поговорить о тех людях, которые Трампа поддержали, которым мы, весь мир, на самом деле должны быть благодарны, потому что для этого надо быть смелым человеком, а в Америке, судя по всему, такие люди еще есть. И вот интересно, что для них, как раз для этих людей, Дональд Трамп тоже подготовил послание, оно распространялось в интернете, и как раз он говорил о простых, понятных для американца простого вещах. Они же люди во многом материальные, они хорошие бизнесмены. И вот что Дональд Трамп сказал этим людям. После синхрона сразу же будет специальный этносоциологический доклад нашего обозревателя Алексея Балашова о том, что же такое провинциальная Белая Америка. Одна из вещей, которую я собираюсь сделать, это сильное снижение налогов. Мы должны укреплять экономику. Нам необходимо избавиться от долга в размере 19 триллионов долларов. Это так несправедливо по отношению к нашему молодому поколению. Мы не оставим вас с этим бременем.